На самом деле феномен долгожительства абхазского, он удивителен, он всегда интересовал людей, но вопрос подтверждения продолжительности жизни, он до сих пор является актуальным, потому что в некоторых странах непосредственно документ о рождении не всегда принимается в том виде, как вот у нас принято. В европейских ассоциациях геронтологов, например, обращают внимание на записи в церковные книги. То есть это очень важный вопрос подтверждения продолжительности жизни. Мы на самом деле... То есть время рождения. Время рождения, дата рождения. А у нас есть проблемы с этим сейчас? И не только у нас. Они везде есть. Иногда возраст долгожителей несколько меньше, чем он указан. Это связано с тем, что некоторые, например, во время Великой Отечественной войны хотели уйти на фронт. И свой возраст они добавили, да. И сегодня этим людям, если по этим сведениям, то им, они прям такие долгожители. И это не только у нас происходило, это происходило на всем Кавказе, в Советском Союзе. То есть люди 14-15 лет записывались как 17-18-летние для того, чтобы уйти на фронт. Это... Но, тем не менее, 4-5 лет — это такой большой фактор. Когда мы говорим о возрасте 85 и 90, это на самом деле большой фактор. Потому что долгожителем считается человек старше 90 лет. Но все равно особое внимание уделяется людям старше 100 лет. Вот их у нас немного, их порядка 15 человек